Barchanglarni aylanning sultoni bo'lgan ro'za oylaringlar muborak bo'lsin. Tutgan ro'zanglarni Alloh qabul qilsin. Yaşlar Avazı Topi özlerinin kesip ilgisi namlıq perdaçısını devam kılmakta. Bugün bizden söhbetimizge Koyan Kus Mühendisinin ustazı Zakir Akımız gelip oturdu. Hürmetli görünmeler, bugün bizdeki müşekkilen Zakir ustazımız suallara Rus tilde cevap buldu. Eyip etmeyesiyle sebebi hazırlık yaşlarımız. Hemisi Rus tillik bulğaçta biz bugün şu fırsatını faydalanıp Rus tillik imamımızı, Zakir ustazımızı teklif bulduk. Birinci növbette özünüzü bizim görünmenlerimizge tanıştırıp ötseniz. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые зрители, уважаемые ведущие, конечно же, в первую очередь хотелось бы вас поблагодарить за это приглашение. Аллах Таала разы болсын за вашу работу. И хотелось бы рассказать, где я учился, что я закончил. Я являюсь выпускником университета Нур-Мубарак, который находится по улице Аль-Фараби. И в 2008 году я поступил в этот университет, закончил в 2011. И после этого я работал имамом. На данный момент я работаю в мечети Абахали с Каримулы в поселке Коянкус устазом, учителем. Обучаю детей Корану, тарбия, воспитывая молодое поколение. Hürmetli Zakir Ustaz, sizge bugünkü koyduğun suallarımızdan biri. Dastlabki sualimiz islom degan nima? Shu to'g'riliq bizga tushuncha bersangiz. Бисмиллахир-рахманир-рахим. На ваш вопрос, что такое ислам? Ислам с арабского языка, в терминологии, аль-ислам с арабского языка переводится, это мир, покорность. Вот когда мы здороваемся с людьми, мы говорим ассаляму алейкум. Ассалям и ислам, корень этих слов один. То есть слово ислам и слово салям, мир вам, ассаляму алейкум, мы здороваемся, говорим мир вам. Поэтому слово ислам происходит от этого слова, от слова салям. То есть религия мира, религия добра. А также второе значение этого слова это покорность. То есть от этого слова выходит слово муслим, мусульманин. То есть мы говорим аль-ислам, это религия ислам, это покорность. А муслим это кто? Это тот, кто покорился. Кому? Всевышнему Аллаху. Понимаете? То есть это называется, это в религии называется покорность. Муслим, покорный человек. И в чем же должен покориться мусульманин? То есть иногда, например, мы привыкли, что наши предки говорят: Балам, ты уйгур, ты казах, ты узбек, значит ты мусульманин, твоя религия ислам. А русские, они капырла, у них их место в церкви. Поэтому знать свою религию, пусть они знают свою религию. То есть нас с детства так воспитывали. Но на самом деле, оказывается, не национальность определяет твою религиозную принадлежность. Оказывается, твоя принадлежность к какой-то религии определяется твоими поступками. Понимаете? То есть, например, вот сейчас, если в YouTube зайти и набрать «русские в исламе», знаете, сколько сейчас русских в исламе? Знаете, сколько людей? Вчера буквально на джуме намаз пришел к нам в мечеть Никита, и он там принял ислам, русский. А теперь посмотреть, вот здесь вот у нас есть недалеко церковь, дом молельный. В этом молельном доме сидят 80% уйгуры и казахи. Они по-уйгурски разговаривают, они по-казахски разговаривают. Они тебе будут говорить по-уйгурски, но будут призывать к чему? К христианству. И когда спросишь, ты мусульманин? Он говорит: нет, я не мусульманин, я христианин. Понимаете? И теперь начинаешь понимать, что оказывается не все уйгуры мусульмане, и не все русские христиане. Понимаете? Поэтому, если мы говорим, что мы мусульмане, мы должны соответствовать этому имени, не национальностью. Например, спросишь у тебя, например, скажем, у человека: ты мусульманин? А он скажет: да, я мусульманин. Докажи. Допустим, человек за рулем едет, ГАИ остановила. Водитель, да, водитель. Докажи, пожалуйста, водительское удостоверение. Пожалуйста. То есть, также здесь, мусульманин, да, мусульманин. Покажи, докажи. Чем докажешь? Вот теперь, чтобы доказать то, что ты мусульманин, у нас есть 5 столпов.
5 столпов. Первый столб – это «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Если человек произносит эту фразу, то автоматически он становится мусульманином. Понимаете? То есть автоматически он становится мусульманином. И смысл этих слов «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», «Ля иляха», то есть если поделить эту фразу «Ля иляха», нет божества, «Илляллах», кроме Аллаха. Кто-то Бог называет, кто-то Аллах называет, кто-то Худаим называет. То есть все это одно. То есть Худаим, Бог, Аллах – это наш Создатель. Это тот, кто дает нам рызк. Это тот, кто оживляет. Это тот, кто умертвляет. Это тот, кто управляет всеми делами на этой земле. Это Аллах. Поэтому мы говорим, что нет божества. Мы отрицаем все, что есть на этом свете, из того, чему люди поклоняются. Понимаете? То есть, например, кто-то поклоняется статуям, кто-то поклоняется могилам, кто-то поклоняется фотографиям. Допустим, в стороне Таиланда, в той стороне где-то вот на тех островах, поклоняются мужскому половому органу. То есть вы представляете, насколько люди в заблуждении. То есть и нам смешно вроде, да, как-то мужскому половому органу поклоняться. Но если ты там родился бы, тебя бы тоже так воспитали бы. И ты бы тоже так поклонялся. Но альхамдулилля, Аллаху шукр, хвала Всевышнему Аллаху, за то, что Аллах нам показал эту религию, ислам, и вывел нас из этого мрака к свету, что мы не поклоняемся мужским половым органам. Понимаете? А это вроде бы для нас смешно, но в судный день как человек будет отвечать перед Всевышним Аллахом? Чему ты поклонялся, когда спросят тебя? Представляете? Кто-то коровам, кто-то обезьянам, кто-то слонам, кто-то органам. Кто-то звездам, да? Кто-то звездам поклоняется, да? То есть Аллах создал в человеке такое понятие, как фитра. Фитра – это внутреннее чувство познать своего Господа. Внутреннее. У каждого есть. Даже смотришь, вот абориген на необитаемых островах, все равно какие-то обряды проводит свои. Внутри есть. Чему-то поклоняться. Понимаете? И вот человек от того, что не знает своего Господа, но внутреннее чувство, она хочет поклоняться, ищет. И вот она начинает поклоняться коровам, звездам, там, слонам, обезьянам, иконам, фотографиям и так далее. Понимаете? И здесь ислам запрещает это все. Почему? Потому что он говорит, «Илля-Аллах, ля иляха», нет божества, кроме Аллаха. Вещи. Поэтому нам, ля иляха илlallah, намаз мы должны, иншаллах, стараться совершать вовремя. Стараться прийти к намазу. Третье – это роза. Роза – это такой месяц. Вот сейчас мы в этом месяце, альхамдулилля, Всевышний Аллах дал нам дожить до этого месяца, и мы постимся. То есть Аллах Всевышний предписал мусульманину, если он достиг совершеннолетия, если у него есть здоровье, он должен поститься. Понимаете? И вот пост – это одно из важных составляющих ислама. Так как именно во время поста ты чувствуешь чувство голода, и ты начинаешь понимать людей, которые каждый день это чувство голода чувствуют. Ты, например, только в роза чувствуешь этот момент, а они круглый год. Им тяжело, нету денег. И поэтому Аллах, ислам нас побуждает к тому, чтобы мы заботились о других людях, о тех людях, которые живут ниже, и помогали им. Четвертый столб – это закят. Закят, если у человека... Садака и закят – это две разные вещи. Садака – это любой человек дает. 500 тенге, 1000 тенге, 5000 тенге, по возможности. Закят – это определенная сумма, если у человека собралась. Например, сумма эквивалентная 85 грамм золота, умножаем на тенге. И если эта сумма в тенге у тебя есть, и она пролежала у тебя год, и ты ее не трогал, то здесь на тебя возлагается, обязывается закят. Теперь этот закят ты должен посчитать свой доход ежегодный. Из этого дохода ты должен отдать 2,5%. Из миллиона тенге, допустим, у тебя доход ежегодный, миллион тенге, допустим, или 2, то с миллиона тенге ты должен отдать 25 тысяч тенге. Ты обязан отдать. Не просто, а обязан. Понимаете? Поэтому вот это и есть закят. Опять же, ислам заботится
о других людях. Не о себе только, мое это я сам заработал. Я почему должен делиться? Нет, ты должен заботиться о других. И поэтому обязывает на тебя, отдай, это не твое, очищай эти деньги. Почему? Потому что слово закят с арабского языка переводится, это очищение. Очищение своего имущества. И тогда Аллах будет тебе давать берекет. И последний столб ислама – это хадж. Если у человека есть возможность один раз в жизни посетить Мекку, то он обязан это сделать. Кто-то говорит, что мы, арабы, наживаются на наших деньгах, что мы вот арабов кормим, зачем нам туда ездить, это же все в карман арабам идет. То есть мы это делаем не для арабов и оплачиваем эту поездку так, как мы пешком сейчас, это сколько километров туда идти. Но ислам облегчает, если есть возможность ехать на машине, езжай на машине, если есть возможность лететь на самолете, лети на самолете. И мы делаем не ради арабов, а ради Аллаха совершаем этот хадж. Потому что это предписанное Аллахом. Понимаете? Перес. Это перес. Слово перес с арабского языка переводится обязанность. Аллах предписал тебе. И не ради арабов, а ради того, что я мусульманин, я покорился Аллаху. Если у меня есть возможность, Аллах, вот я иду к тебе. Ты сказал, сделай, я делаю, Аллах. И меня не интересует, арабы или кто-то еще, это мой хадж, это моя обязанность, которую Аллах мне приказал. Поэтому вот на этих 5 столпах основывается наша религия. И поэтому мы должны не просто на словах говорить, да, я мусульманин, сен немчке мусульман, я уйгур, что я мусульман, альхамдулилля, сен уйгур, казах, узбек. Брат, мусульманин, он должен полноценным, не просто на словах, но и на делах должен подтверждать свой ислам, свою мусульманскую веру. Понимаете? И тогда этот человек будет действительно настоящим мусульманином. Аллах разы болсын. Her qandaq bir ishni boshlashdan burun biz albatta Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaymiz. Shu Bismillahirrahmanirrahim degan so'zning ma'nosini tushuntirib bersangiz. Бисмиллахи-рахмани-рахим с арабского языка переводится как Бисмилляхи, с именем Аллаха, Рахмани, милостивого, Рахим, милосердного. Слово бисми, исм. Вот иногда говорят итм кандак, а иногда говорят исмун кандак. Вот это слово бисми, с именем Аллаха, милостивого, милосердного. То есть, если я какое-то дело начинаю, то Пайгамбар саллаллаху всегда говорил, даже, например, однажды один ребенок, он сидит, бисмилля рахман не сказал и начал кушать. Кушает правой рукой, кушает левой рукой, отсюда кушает. И Пайгамбар саллаллаху говорит, я гулям, эй, мальчик, самилля, в первую очередь скажи бисмилля, бисмилля рахман рахим, вакуль бияминик, и кушай правой рукой, вакуль мимма ялик, и кушай то, что стоит перед тобой. Понимаете? То есть в первую очередь скажи бисмилля. Поэтому, когда мы заходим домой, мы говорим бисмилля. Выходим бисмилля. В машину садимся бисмилля. То есть везде мы говорим бисмилля. Почему? Потому что когда человек начинает с именем Аллаха, там есть берекет. Там есть берекет. То есть слово берекет, вот мы, например, да, все говорят, да, все мы говорим, уйгурлар, казахлар, тюркоязычный народ всегда говорит, да, тойумла мубарек босун. Берекетлик босун. Да? Как вы думаете, как переводится мубарек? Вам вопрос. Яхшлах, да? Угу. То есть слово яхшлах босун, да? Пусть вам будет во благо, да? На самом деле слово мубарек, баракат, с арабского языка переводится как благо. А теперь был один такой ученый, которого звали Ибрагим ибн Адхам. К нему пришел один человек и говорит, ой, Ибрагим, вот мы постоянно говорим Тоймула мубарек босун, или берекет ли босун, или барак Аллаху ляка, пусть Аллах благословит тебя. Или, например, человек купил новый дом, барак Аллаху фи байтике, пусть Аллах благословит тебя в этом доме. Почему? Почему мы так постоянно говорим? Он говорит, я тебе сейчас объясню на примере. Вот смотри, сколько в год рожает один баран? Сколько в год один рожает баран? Один раз около, да, по-моему, идет? Не знаете, да? Рожает всего один раз, 1 или 2 барашка. И то часто бывает, один умирает. Теперь, сколько в год рожает собака? Собака рожает каждые 3 месяца. Минимум по 5 щенят. До 10, до 12 доходит. Теперь вопрос.
Кого больше, баранов или собак? Баран. Баранов всего больше. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-то сказал, вон у того пастуха стадо собак? Все говорят, стадо баранов, правильно? А теперь смотрите. У нас каждый год есть хаджилык. В хаджилык примерно едут минимум 3 миллиона человек. До 5 миллионов бывает. И вот каждому он обязан зарезать одного барана. Представляете, сколько баранов режется? Теперь, сколько мусульманских государств есть, которые стараются баранов зарезать? Хурванитха. Правильно? Потом, суббота, воскресенье. Любой назир буганда, обязательно баран страдает. Правильно? Яман чукегенда опять баран страдает. Авария чукегенда опять баран страдает. Собаки так не страдают же. Правильно? Собак так никто не кушает. Так никто не режет. И все равно баранов больше. А собак мы так не видим, чтобы их было больше баранов. Видите? Вот это и есть берекет. Вот это и есть берекет. Когда ты начинаешь со словом бисмилля, у тебя будет всегда берекет. Также можно сравнить, да? Например, допустим, человек зарабатывает 1 000 000 тенге, но если в этом 1 000 000 тенге берекет нету, один раз пошел в Магнум, второй раз в Мегу пошел, детей свозил, смотришь, 500 000 нету уже. А некоторые зарабатывают 300 000 тенге, 200 000 тенге зарабатывают. Ну, у Ахшин берекет бар. Хватает и на то, и на это, аккуратно, экономия. И еще хватает иногда, бывает, на черный день положить. Чай сыграть еще хватает. Еще мясират еще поиграть хватает. Понимаете? И вот это говорит о чем? Говорит о том, что в этих деньгах есть берекет. Поэтому любое дело, которое мы начинаем с бисмилляхи рахмани рахим. Аллах тағала разы болсын. Біздің кейінгі сауалымыз Рамазан айы тоғырсында. Мұшы Рамазан айының пайдалы құсиеттерін айтып өтсеңіз. Бисмиллахи рахмани рахим. По поводу Рамазана, о его ценностях и о достоинствах Рамазана, хотелось бы, конечно, начать с аята, в котором Всевышний Аллах говорит. Сурат Аль-Бакара, 183 аяте, Аллах Всевышний говорит. Аузу билляхи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Я айюха алладина аману, кутиба алейкум ус-сияму, кама кутиба аля алладина мин qablikum ла'аллякум таттакун. Аллах Та'ала обращается к верующим, о те, которые уверовали. Был предписан для вас пост, как он был предписан для тех, которые жили до вас. Быть может, вы будете богобоязненными. Аллах Всевышний пожелал в этом аяте завершить словом богобоязненность. Есть очень много других аятов, где Аллах Всевышний говорит, возможно, вы будете благодарными, возможно, вы будете стоять на прямом пути, возможно, вы будете прощены. Но именно в этом аяте Аллах говорит, возможно, вы будете богобоязненными. И вот самое основное, то, что мы должны приобрести в этот месяц, в Рамазан, это богобоязненность. Приблизиться к Аллаху Всевышнему. То есть приближение – это изменить себя в лучшую сторону. И это и есть плодотворный роза. То есть признаком принятого поста это является то, что человек изменился в лучшую сторону, приблизился к Аллаху, изменил свое отношение к родителям, изменил отношение к жене, к детям, к окружающим, к коллегам по работе. То есть люди его не узнают после месяца Рамазан. Они говорят, он такой добрый стал, или она такая добрая стала, такой щедрый стал, не матерится, бросил курить. То есть человек изменился. Поэтому это слово, одно из ключевых слов, богобоязненность. И для того, чтобы приблизиться к Аллаху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что Аллах Всевышний заковал шайтана в цепи в этот месяц. И теперь в этом месяце человек может сам себя оценить. Вот мы же привыкли же на шайтана все время сваливать, спирать. А шайтан попутал меня. Аузу биля, шайтан попутал. Теперь шайтана нету. Вот теперь ты сама должна посмотреть, это шайтан весь год тебя путал, или это ты сам такой стал. Есть такое понимание еще, нефс. Вот, или это я таким стал плохим. Поэтому здесь, пока шайтанов нету, мы должны к Аллаху приближаться. Вот даже заметили, да? Розайда, мечети переполнены. Все роза одерживают. Никто старается не материться. Все стараются вести правильный образ жизни. Как только роза закончился, в мечети никого нет. Так же, как раньше курили, курят, матерятся. Понимаете?
То есть, пока шайтана нету, мы должны воспользоваться этим моментом. И поэтому Пайгамбар, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, был такой сподвижник, которого звали Сальман аль-Фариси. Он говорит, однажды мы сидели с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в последний день месяца Шаабан. Это до Рамадана, который месяц Шаабан называется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам провел такую небольшую лекцию. Такой урок небольшой. Он говорит, к вам пришел великий месяц. Великий месяц. Поэтому нужно его встретить достойно. Как достойного гостя. Понимаете? Этот месяц, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этот месяц Аллах закрывает врата ада и открывает все врата рая. Этот месяц является месяцем терпения. А награда за терпение – это рай. В этом месяце человек, который пярис какой-нибудь сделает, пярис – это обязательный амал, то, что нужно делать, то Аллах ему запишет награду в размере 70 фарзов. А человек, который в этом месяце совершит суннет какой-то амал, то есть, допустим, добровольный садака дал, например, да, суннет намаз прочитал, даже кому-то просто улыбнулся, это тоже суннет, то Аллах запишет ему такую награду в размере фарза. Представляете? То есть, насколько этот месяц, где можно сорвать очень большой куш. Месяц джекпота. Понимаете? Поэтому также пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, в этом месяце, кто разговит постящегося, то есть, кто ифтар сделает для кого-то, то Аллах запишет ему такую же награду, как и этому постящемуся. То есть, допустим, ты пригласила 10 человек на ифтар домой или в кафе и накормила их, то Аллах Та'ала напишет тебе, как будто ты 10 раз роза продержала. Представляешь? Вот такой большой суваб человек берет. Общение должно поменяться в семье. С братьями, с сестренками, с братишками, да? Чтобы они видели вас, нашли после роза, они видели вас другого человека. Чтобы они сказали, да, ты действительно изменилась. Хызым, ты действительно изменилась. И ты тогда почувствуешь, вот, значит, роза, иншаллах, принялся. А если мы не меняемся, просто сидим, ждем, быстрее бы ифтар, когда это время пройдет, тогда, конечно, какой пайда твоего роза? Например, если у нас были плохие привычки, сейчас молодежь роза держит, но плохие привычки не может оставить. Допустим, кто-то одноразки курит, кто-то сигареты курит, кто-то анашу курит, кто-то кальян курит, и шайтан обманывает. А это же клубничка, это ничего страшного, это же виноград же. И на ифтар идут, мне сделайте, пожалуйста, ифтар, вот это меню, и кальян поставьте из клубники. Или кто-то сидит, ждет, вот ифтар время пришло, здесь финики, вода, а здесь сигарета. Все, не может он. Быстро открылся и бежит на улицу. Сигарету курит, прям у него такой прям прилив такой, хумар, кайф. Понимаете? Но роза не для этого, а для того, чтобы это все оставил, потихонечку оставляй. Ты же целый день не курил же, значит можешь держать. Значит сможешь не курить, оставляй. Мы же целый день не материмся же, розда. Значит все, если ты целый день не материшься, значит ты можешь оставить это. То есть, когда человек начинает намаз читать, он начинает дуга делать. А потом он, если заматерился где-то, потом говорит, эй, я же только что вот этим ртом дуга делал. Намаз читал. Как я сейчас могу материться? Понимаете? И вот он себя мотивирует, останавливает посредством намаза, зикров. Понимаете? Поэтому мы должны оставить. Это шайтанская удочка, на которую он ловит. Это же просто айкос. Ничего страшного. Бунса этот настоящий тоже отрава. Это же просто сигареты же. Аллах про сигареты в Коране не говорил. Про анашу тоже Аллах в Коране не сказал. Про героин тоже. Про мефедрон тоже ничего не сказал. Про легалку тоже ничего не сказал. Про Аллах Та'ала одним аятом все сказал. Все, что наносит вред твоему здоровью, все для тебя харам. Не для того, чтобы тебя в какие-то рамки поставить, чтобы ты в жизни счастья не видел. Нет. А для того, чтобы ты, наоборот, в эти рамки наркомана, алкоголика, токсикомана не вошел. Allah говорит, не приближайся к этому. Потому что сегодня ты начинаешь с малого, просто одноразка.
Завтра пойдут сигареты, послезавтра анаша, потом меф, потом легалка и так далее, героин. И потом встретишь свою молодость либо в тюрьме, либо в гробу. Понимаете? Поэтому нужно именно мушу айда. Пока шайтанов нету, нужно от всего этого избавляться. Понимаете? Этот месяц, месяц терпения. А награда за терпение это рай. То есть человек, обычно человек, самая основная проблема это нетерпеливость. Нетерпеливость. То есть если дунья, например, да, то, что касается мирского, ему надо все и сразу сегодня. Сейчас мне машину купите, дом мне купите сразу, и денег побольше дайте. Это молодежь так сейчас рассуждает. А, например, да, наши чонла, например, да, они как всю жизнь работают, и только в 50 лет у них появляется хорошая машина, дом появляется, да. И вот смотришь, чонлага, они все на таких хороших машинах, но он всю жизнь работал ради этого. А я шла, сейчас прям мне машину, хорошая работа, деньги, дом, квартиру отдельно. Понимаете? Ну как так? Это нетерпеливость. Работай, зарабатывай, потихоньку стремись. Сначала, или, например, не строй больших планов. Сначала работай, с нуля начинай. И все придет. Как там говорится, запомни одна фраза. Все будет, но не сразу. Да, есть такая фраза. То же самое здесь. Терпение нужно. Терпение. И поэтому это то, что касается мирского. А то, что касается внутреннего мира, сейчас вообще молодежь нетерпеливая. Просто за рулем стоишь на светофоре. Только зеленый загорелся, все сигналят. Если где-то кого-то немножко подрезал, все, он тебя догонит. Эй, мал, остановись, драться с тобой будет. Пистолет вытащит, стрелять будет. Биту вытащит, битый будет бить. За что? За то, что где-то немножко не поделили. Понимаете? Некоторые даже приходят и говорят, брат, мне Коран почитать надо. Я говорю, не волны. Кажется, как во мне шайтан, джин заселился. Я говорю, почему? Не могу, говорит. Вообще терпения никакого не осталось. Я говорю, почему? Дома, говорит, на дороге в первую очередь всех могу обматерить. Дома, говорит, с родителями, говорит, не могу нормально общаться. На жену вообще смотреть не могу. Детей, говорит, вообще могу побить даже. Что делать, не знаю, брат. И иногда говоришь, брат, может это не шайтан? Может просто ты сам такой стал. Сабрсыз. Может ты к Аллаху не приближаешься, намаз плохо читаешь, зикр не делаешь, ничего не читаешь, иман свой не укрепляешь. Ведь иман это как цветочек, который поливать надо. Если ты его поливать не будешь, он умрет. А если будешь поливать, он будет расти и цвести. Ты поливал его? Не поливал. Поэтому ты сейчас таким стал. Поэтому ты должен в первую очередь не на шайтана спирать, а на себя. Проси у Аллаха терпения. Закаляйся. То есть некоторые люди сейчас сходят, например, да? Сколько сейчас есть коучеров, сколько есть мастер-классов. Вот вы знаете, у меня проблемы эмоционального характера. У меня эмоциональное выгорание, да? И коучер тут такой сразу. Да, конечно, вы прям попали по адресу, запишитесь на мой мастер-класс, столько-то тенге, и я вам отвечу на ваши интересующие вопросы. Или, например, у меня семейные проблемы, вы как раз по адресу запишитесь на мой мастер-класс, и я вам отвечу на все ваши вопросы. А здесь Пайгамбар, саллаху салям, это лучший коучер для нас. Книга Аллаха, Коран. Вот, пожалуйста, тебе мастер-класс. Смотри, как он жил. Смотри, то, что тебе Аллах Коран говорит. Все. Больше ничего не надо. Вот тебе коучер, который никогда не ошибался. Потому что Аллах его исправлял. Видите? Поэтому давай смотреть на него. Как он сабр проявлял. Как он относился к родителям. Как он повелел относиться к родителям. Как он относился к своим женам. Как относился к своим детям. Как относился к окружающим. Вот тебе пример. Вот тебе мастер-класс. Вот тебе коучинг. И все будет, иншаллах, исправиться. Поэтому не надо спирать на шайтана. Нужно себя исправлять. В первую очередь. Просто это нафс. Это лучший адвокат, который всегда говорит, я не виноват, это она виновата. Или он виноват. Или он виноват. А в первую очередь мы сами виноваты. Поэтому мусульманин, он должен всегда быть с одним лицом. То есть, например, когда он с Апашкой, с Дадашкой, апа, да-да, на улицу вышел, сразу материться начинает. С женой он тиран какой-то. С детьми он тоже какой-то тиран. На улице с друзьями он такой тигр, лев. Понимаете? То есть
Допустим, если ему звонит братья, он берет трубку. Алло, да, брат. Уалейкум салям ва рахматуллахи ва баракату. Как ты, родной? Все хорошо? Брат, помощь нужна? Все, брат. Обнял, приподнял, поставил, брат. Все, 24/8, я на связи. Чего ты смеешься? Все, брат, обнял, приподнял, поставил. Давай, брат, ва алейкум салям ва рахматуллахи ва баракату. Береги себя, брат. То есть это братья так звонят. Если звонит домашний, Пашка, например, позвонил. Алло, да, апа, валикум. Все, апа, я тебе перезвоню. Ты как всегда не вовремя. Сейчас я сильно занят. Все, давай. Это Апашка звонит. Минуту даже не можешь поговорить. Ты занят. Жена звонит. Алло, да. Я на беззвучном режиме стоял. Все, я с пацанами, с братьями. Все, давай. Я освобожусь, приеду. Все, не тревожь, не беспокой. Это жена звонит. То есть, мусульманин, у него не должно быть маски на лице. А если какой-нибудь имам, вот я, например, имам, часто бывает встречаешь, братьев. О, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Брат, как дела у вас? Машаллах, иншаллах, альхамдулилля. Какие слова только не скажут. И не матерятся, никто не матерится. Как только он районовских пацанов встречает, че, братан, как ты, родной? Там другое общение, печенье. Понимаете? Слово мат. Нормальных слов не услышишь. С бандитами по-бандитски. С черными по черному. С красными по красному. С мусульманами по мусульмански. Но ислам и мусульманин это не актер. Ислам это не кино. Мусульманин, он должен быть везде мусульманином. Везде должен быть с одним лицом. Понимаете? И вот в этот Рамазан нужно снять все маски, выкинуть их и быть одним. Ты везде мусульманин. И с мусульманами, и с Апашкой, и с Дадашкой, и с женой, и с детьми, и с красными, и с черными, и с белыми, со всеми. Везде один. К этому нас призывает ислам. Мусульманин не должен быть лицемером, двуличным. Понимаешь? Поэтому роза, мы должны полностью поменяться. Активность проявлять. То есть не говорить то, что роза, я должен поспать целый день, а то меня читаю маймен, а то меня туталай маймен. Понимаете? Наоборот, должен гордиться тем, что ты держишь. Идешь по дороге, например, на базаре, например, день, и там идет салкан кожи, или там кока-кола, или холодное мороженое. И ты не должен говорить, блин, жалкая роза. Ты должен, наоборот, гордиться. Сколько миллионов людей есть, которые не понимают, что такое роза еще. Аллах Таала пусть откроет им всем сердца. Но из них Аллах Таала именно тебя выбрал. И ты гордо держишь роза. Или, например, на работе. Не все же роза держат. И время обеда. Кто-то раз кофе прошел. Другой круассан прошел. Третий там чебуреки, самса. И ты такой, я же вам сказала же. Я роза держу. Чего? Глаза мозолить с этими чебуреками, с этими самсой. Нельзя одолжение делать. Мы делаем ради Аллаха. Пусть кушают. Ничего страшного. Не умрешь, от голода еще никто не умрет. Потому что роза это настолько польза от него большая. Даже вот в поликлинику пойдешь, лучшее лечение это голодание. Сейчас даже центр открывает. Лечение голоданием платно. А здесь бесплатно. Пожалуйста. Поэтому вот в этот месяц пусть Аллах Таала именно в роза, пусть всех нас исправит. Пусть поможет, пусть эта лекция небольшая будет всем наставлением, чтобы эти слова, они зашли сюда, прошли сюда, в сердце, а не сюда вылетели. Именно прошли в сердце, и через амал, через поступки они уже вышли, иншаллах, из нас. Чтобы мы в конце Рамазана сделали себе самоотчет и действительно сказали себе, я действительно поменялся. Я научился Коран читать, я научился намаз читать, я родителям хазмят делал и буду делать. Я с женой по-другому стал разговаривать, с детьми, с коллегами по работе. Даже они заметили это. Если это действительно будет так, значит наш роза будет принятым, иншаллах. Аллах Таала разы болсын. Біздің бір көрерменіміз сауал қойды.
Біздің ата бабаларымыз тұтынған Шавалиның 6 күндік розысын бүгінгі күндікілер тұтуш лазым деп айтады. Бұл дұрыс му, бұрыс му? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Роза Аллах Таала предписал держать. Это парис. Мы должны его держать. После месяца Рамадан приходит месяц, который называется Шауаль. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если будет держать пост 6 дней месяца Шауаль, то запишется ему так, как будто он постился целый год. Такой суваб. Это не обязательно, но это желательно. То есть, что, представляете, да, за целый год суваб получишь. И поэтому, чтобы не пропустить, мы должны не обязательно подряд держать. Можно подержать понедельник, четверг. Можно через день держать. Главное, чтобы в этот месяц уложиться. Теперь многие вопросы задают, что вот раньше же такого не было. Раньше, например, многих ответов не было на интересующие нас вопросы. Не было. Потому что раньше не было знаний. А теперь мы знаем, что Коран переведен на многие языки, что есть хадисы, которые переведены, что есть ученые, которые разъясняют. Раньше, в советское время, были дедушки, которые знали какие-то основоположения религиозные, но, возможно, у них не хватало каких-то определенных знаний. И, возможно, они про Шаваль тоже не знали. Но сегодня интернет, ученые, доходит до нас ислам в полном его виде. Понимаете? Поэтому некоторые говорят, ты раньше такого же не было. Раньше говорили, что суй нельзя глотать. А почему сейчас можно глотать? Потому что раньше, возможно, не было такого количества хадисов и аятов, и ученых, которые бы разъяснили тем людям, которые раньше жили. А сегодня пришли те ученые, и пришла та информация, которая нам объясняет, что облегчает религию. Понимаете? Поэтому еще раз хочу повториться. Если вас интересуют вопросы, касаемые религии, то обращайтесь к дипломированным, религиозно образованным людям. Бүгін біздің студиямызда Закар ұстаз болып өтті. Мана бізге барлық ислам дінінің шариятын, urf adet resim kayıtlarına hoş etip düşündürüp bedi. Sizge çoğundan rahmet. Bugün şurada kıymetli vaktinizi bölüp geldiniz. Bilimiz hazır iğir vaktlar, roza, her bir adamga küçükün bolsun mu tesir ettiği gibi. Çünkü sizge çoğundan rahmet ve minnadarlığımızı etiniz. Keyinki söhbetlerge yani biz bilen şurada söhbetleş bolsunuzga Allah nisip olsun. Hemimizge Allah Taala razı olsun. Sizlerle rahmet. Выражать свою благодарность за то, что вы пригласили меня сегодня к себе. Всегда рад помочь. И также хотел выразить свою благодарность за вашу работу, которую вы проводите. Всегда рад вам помочь в вашей деятельности.